Первые публикации славянских народных сказок на русском языке появляются во второй половине XIX века. Именно в эти годы активизируются русско-югославянские культурные и литературные связи. Прежде всего, это огромный интерес к славянским древностям. В эти годы российские ученые значительно чаще, чем раньше, посещают зарубежные библиотеки с целью поиска, публикации и описания старинных югославянских рукописей. Но и современные инославянские литературы вызывают интерес в России, причем не только у специалистов. Произведения югославянских писателей регулярно печатаются в российских периодических изданиях. Появляется много сборников и антологий, в которых подробно представлены югославянские писатели и отдельная национальная литература. Такой интерес во многом был обусловлен усилением национального самосознания балканских славян и их борьбой за независимость. А славянцы, которые жили на окраине этого кипящего пространства и перекипели в XVI веке, да еще и были католиками, идейно чуждыми, вызывали в России противоположные оценки. У ученых не было сомнений в том, что реформация стала для славянцев лишь первым шагом к дальнейшему развитию национальной литературы. Такой точки зрения придерживались Александр Николаевич Пыпин и Аркадий Соколов, автор монографии «Зарождение литературы у славянцев». Славянский писатель и переводчик Янко Лаврин, который несколько лет жил в России в начале XX века, под псевдонимом Лев Савин писал о славянцах, по-русски, да, в славянском мире. Ни одна из европейских наций не сделала в столь короткое время таких быстрых успехов на пути прогресса. В то же время были и другие мнения. Какой-то анонимный знаток славянского народа, в кавычках, написал очерк развития литературы у славянцев в «Славянских известиях» в 90-м году, и в этом очерке он просто отказывал славянцам в самобытности и самостоятельности, потому что они малочисленны и окружены неславянскими народами. И мне кажется, именно такое отношение к славянцам, как к малозначимому народцу, живущему на отшибе, выразилось и в том, что славянские сказки, предназначенные для широкой аудитории, выходили у нас исключительно в составе сборников сказок разных народов, антологий и хрестоматий, в отличие, например, от сказок сербских, которые выходили вполне себе много раз отдельными изданиями. А также публиковались и в детской периодике, и во взрослой периодике, были гораздо более на слуху. Первое отдельное издание славянских народных сказок на русском языке вышло только в 2013 году, и то это издание билингва для изучающих славянский язык. Первые славянские народные сказки, изданные на русском языке, представляли часть иллюстративного материала в исследованиях видных ученых-славистов. В 1861 году Федор Иванович Буслаев, фольклорист, представитель мифологической школы, опубликовал в первом томе своих исторических очерков русской народной словесности и искусства 7 волшебных харутанских сказок в собственном пересказе. Но вот точно ли они славянские, это еще вопрос. Это перевод народных сказок, собранных в Вараждине и окрестностях, которые записал и опубликовал славянский поэт, лингвист, переводчик, собиратель фольклора Матея Валявец в 1858 году. Но работал Буслаев не с этим источником, а с публикацией сказок во втором томе славянской библиотеки Франца Миклашича, крупнейшего славянского лингвиста, основоположника школы сравнительно-исторического изучения грамматики славянских языков. Второй том славянской библиотеки вышел за 3 года до выхода исторических очерков Буслаева. Интересно, что сказки, которые собрал Валявец, названы у Миклашича хорватско-славянскими. Посмотрим, хорватские они или славянские. Вот город Вараждин на карте. Беленькая – это Хорватия, а нежно-оранжевая – это Словения. Город Вараждин, где Матей Валявец записал свои сказки, расположен на территории Хорватии, недалеко границы с Словенией, как вы видите. Там до сих пор проживают словенцы, но их мало. Между словенцами и хорватами существуют разногласия по поводу национальной принадлежности данных сказок. Современная славянская фольклористика рассматривает их как славянские. Опубликованы они на хорватском языке. 7 волшебных сказок, переведенных Буслаевым, за исключением первой, дочь Виленского царя, не имеют названий. Вот на этом слайде я в квадратных скобках обозначила их сюжеты. Интересно, что для тех же очерков Буслаев перевел 4 сербские сказки из собрания «Сербские народные приповедки» 1953 года Вука Караджича, сербского лингвиста, реформатора сербского литературного языка, автора первого сербского словаря и прочее, и прочее. Так что славянские и сербские народные сказки появляются на русском языке почти сразу же после их публикации на родине, первыми из всех южнославянских сказок. Если, конечно же, эти 7 волшебных сказок в самом деле можно считать славянскими. В 1876 году Иван Александрович Буден де Куртене, российский ученый-славист, крупнейший исследователь резьянских диалектов славянского языка, опубликовал в очерке «Резия и резьяне» 10 резьянских сказок и 12 резьянских преданий, записанных им во время первой научной командировки в славянские земли в 1872-1873 годах. Сказки и предания он тоже приводит без заголовков. Оранжевая – это Словения, беленькая – это Италия, красненькая – это Резия. Она находится в Италии, в автономной области Фриули, Венеция, Джулия и отделена от Словении Альпами. Резьянские словенцы никогда не входили в состав Словении
и не имеют славянской национальной идентичности. На слайде вы видите как раз долину Резию, кусочек. Они говорят на резьянском диалекте славянского языка, владеют также итальянским и фриульским. Существует резьянский литературный микроязык. К сожалению, носителей резьянского диалекта становится все меньше. Сказки резьянцев о животных, так называемые звериницы из Резии, самобытны и оригинальны. Они известны в Словении преимущественно благодаря этнографу Милку Матичекову, крупнейшему собирателю и исследователю резьянских сказок. Его записи до сих пор опубликованы не полностью. По резьянским сказкам в Словении выходили кукольные мультфильмы. Сказки издаются для детей в переводе на славянский язык с небольшим количеством диалектной лексики. Очерк Бодуэна считается первой публикацией резьянских сказок. Зрезневский в рецензии, или как он называл, отчете на Резию и Резьян, опубликованный через 2 года, назвал собранные Бодуэном сказки, предания, песни, поговорки и загадки научной новинкой, любопытной и для славистов, и для исследователей народной словесности. Но, по мнению самого Бодуэна, резьянские сказки не представляют ничего особенного. И дальше он отмечает, что самыми любимыми у резьянцев являются сказки о разных животных. Да, это до сих пор так. Замечу, что Милку Матичетов категорически не соглашался с утверждением Бодуэна об их заимственном характере. Центральный персонаж сказок о животных, записанных Бодуэном, это лиса. Вот посмотрите, у нас слева идут сюжеты. Лисица выходит замуж за кота, лисица дурачит волка, лисицу зовут Крестит, лисица дурачит лиса. И лиса до сих пор самая популярная героиня резьянских сказок. Жители резьянской деревни Била одно время даже соревновались друг с другом в сочинительстве сказок про лису. Кто кого пересочиняет. Большая часть преданий, они у нас справа, посвящена заселению Резии. Это фантастические сюжеты о том, что резьянцы произошли от русских. Во время русско-французской войны 12-14 годов от беглых русских солдат, от беглых русских генералов, от русских дезертиров. И до сих пор в Резии верят, что резьянцы – это ближайшие родственники русского народа. Забавно, потому что мы об этом ни сном, ни духом. Второй том материалов для южнославянской диалектологии и этнографии Бодуэна вышел в 1904 году, и он посвящен терским диалектам славянского языка. Где это вообще? Это диалект приморской группы, на котором говорит славянское население долины реки Торе в регионе Фриули, Венеция, Джули на северо-востоке Италии. То есть это чуть-чуть южнее резьянщины. Вот видите, у нас ярко-оранжевым слева я отметила терское наречие. Это самая западная граница славянского языка. В этом томе Бодуэн поместил значительное количество записей фольклорных материалов. Они также не имеют названий и приводятся под заголовками «сказка», «историческое предание», «анекдотические рассказы». Исключение составляет только миф о 5 пальцах. Вот ему Бодуэн дал название. Материал включает сказки о животных, как, например, петух, волк, кот, баран прогоняют волков, осел и вол, волшебные сказки, как черт помог слуге от горба избавиться, бытовые сказки, ленивая жена, исторические предания, однако большую его часть составляют рассказы-анекдоты. Приходской священник, царь и мельник, волк, козел и осел, барин и петух, как барин и солдат вместе позавтракали и так далее. Публикация славянских народных сказок в популярных русскоязычных изданиях для широкой аудитории начинается с 1894 года. Они не были предназначены для детей, эти издания, хотя к этому времени народные сказки уже начали включать в круг детского чтения. В 1894 году славянская волшебная сказка «Сын рыбака» вошла во второе издание сборника «Славянские сказки», который составил Авдий Иванович Соколов, филолог-славист, библиограф, переводчик сербской и польской поэзии. Это издание вышло через год после его смерти. Первое издание выходило в Саратове в 1880 году, и, к сожалению, я так и не смогла его нигде найти. Это библиографическая редкость, оно было издано крохотным тиражом в пользу Саратовского попечительского дамского общества о бедных. То есть, я не знаю, может быть, славянская сказка была опубликована на 14 лет раньше, но если бы нашла, знала бы точно. В 1998 году в Москве вышел сборник «Славянские сказки», включающий 35 сказок. К сожалению, ни переводчик, ни народы, ни оригинальные сборники там не указаны. Вообще никакой информации. Видно только по названиям, что там много сербских сказок, которые до сих пор у нас на слуху, но про Словению нельзя сказать ничего определенного. В 1999 году вышли сказки славянских народов, составитель не указан. И они включали, помимо уже вышедшего в переводе Соколова «Сына рыбака», еще 2 славянские сказки. Волшебную сказку «Что посеешь, что и пожнешь» и сказку о животных, о волке и старой собаке. Прочесала все сборники сказок, которые вышли к этому времени в Словении, и там я не нашла оригиналов даже близко похожих. То есть я не могу утверждать, что это именно славянские сказки. Издание выполнено с подобной небрежностью, там могло быть все перепутано.
Таким образом, вы видите, что существовали две не пересекающиеся традиции издания славянских народных сказок у нас. Публикации в научных работах, как у Буслаева и Бодуэна, были снабжены указаниями на источник, географически атрибутированы, а популярные издания зачастую не содержали ни фамилии переводчика, ни указания на источник, и даже народ. Даже если сказка обозначена в таком издании, как славянская или харутанская, в достоверности такого указания можно усомниться. Скажу еще раз, что в известной мне дореволюционной детской периодике славянские сказки не печатались, взрослую я пока не просматривала. В советскую эпоху дореволюционные переводы славянских сказок не переиздавались. И они вернулись к российским читателям только после распада СССР, когда многочисленные новообразовавшиеся издательства охотно печатали сборники сказок. Как правило, это были копии советских изданий или компиляции. Новые переводы сказок в это время были редки. Издательства в целях экономии обращались к уже имеющимся. Именно тогда начали переиздавать дореволюционные переводы сказок, перешедшие за давностью лет в общественное достояние, без указания фамилии переводчика, то есть нарушением неимущественных авторских прав. Не избежали подобной участи и 3 славянские сказки, опубликованные в сказках славянских народов в 1999 году. Они были переизданы как минимум дважды, в 1991 году и в 2020. А в 2012 и в 2020 году вышли репринтные переиздания второго тома материалов Бодуэна. Так вернулись к российским читателям терские сказки. Но, естественно, только к специалистам, которым эти сказки, в принципе, это интересно только как приложение к лингвистическому материалу. А вот, к сожалению, самобытные резьянские сказки, легенды и предания в печатных изданиях у нас пока не появлялись. Энтузиасты переводят их для души и выкладывают в свободный доступ в интернете. Спасибо. 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 Есть ли какие-то вопросы к Маше? Да, можно спросить? Да, конечно. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие у вас критерии атрибуции, ну, то есть определение, что это славянская сказка? Особенно в тех вот случаях, когда это ранние всякие переводы еще там 19 века, которые, ну, как правило, как вы сказали, это, в общем, пересказы, а не переводы. Есть ли у вас какая-то сумма критериев, по которым вы определяете, что сказка славянская? Угу, спасибо. Смотрите, ну, что касается Бодуэна, понятное дело, тут сомневаться нельзя. Он их сам собрал, сам публиковал. Бодуэна мы верим. В случае с Буслаевым не все так четко. Я сказала, что сказки непонятно, славянские или хорватские, и скорее даже хорватские, несмотря на притязания современных славянских фольклористов. Несмотря на то, что собраны славянским фольклористом Валявцем. Сложная, очень сложная проблема. Я обращалась к славянским фольклористам, в общем, нет единого мнения. Что касается изданий для широкой публики, тут, конечно, все совсем плохо. «Сын рыбака», я его нашла в славянских сборниках сказок, вышедших к тому времени, правда, не помню, где точно, но нашла. Это «Рибичев сын», нормальная славянская сказка. Я ее атрибутировала. Что касается 2 последних, я не нашла ничего похожего, но я должна о них упомянуть, что они вышли как славянские, хотя первоисточник не найден. То есть какие у меня параметры? Я просто перечисляю все и говорю, что вот там, там и там не очень достоверные сведения. Не, но при этом очевидно, что вы опираетесь на какую-то имеющуюся в Словении фольклорную базу, где просто они, ну, так сказать, наверное же, фольклористы должны их собирать, там, складировать, перечислять, селекционировать по сюжетам. Эта информация у них должна быть. Не сомневаюсь, что такой информации у них вагон. Но, к сожалению, в те годы, когда я еще бывала в Словении, я этой темой вообще в принципе не интересовалась. А сейчас мне крайне затруднительно какие-то печатные материалы из Словении добыть. То есть, да, конечно, у них много работ по фольклористике. Конкретно насчет материалов, собранных Валявцем, я спрашивала фольклористов, они говорят, да, эти сказки мы трактуем как славянские. Все, что могу сказать, то есть, например, на Долибе, в электронной библиотеке славянской, они указаны как хорватские народные сказки. Вы видите, даже в Словении есть разброд. Нет, ну это просто, если вы, собственно, мой вопрос-то связан с тем, что если вы этим серьезно научно занимаетесь, то вам эта аргументация вам просто дальше будет нужна. Угу. Это вот такая, в общем, вопрос-то достаточно принципиальный. Спасибо, я вас понимаю. Вас, понимаю. Конечно, вопрос серьезный, и надо что-то решить для себя самой. На самом деле, я просто составляю библиографию изданий славянских сказок и славянской детской литературы. Я ни в коем случае не ставлю знак равенства. Сказки издаются по большей части для взрослых, детская литература на особенку. Просто сплюсовала в одну библиографию. Мое дело – это перечислить все имеющиеся источники, а в комментариях я могу выразить то, что специалисты колеблются по данному вопросу, вопрос атрибуции конкретных материалов.
Вот. Но указать источник, кажется, я обязана.